Девчонки, доброе утро, Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, как видите, сегодня у меня новый агрегат, автоклав, который делает тушенку. Конечно, вы, наверное, многие знаете, что это такое. Мне его прислали, тоже на обзор. Увидели, они тоже смотрели, оказывается, мой канал, видели, что я делаю на заказы, какую-то продукцию готовую. Видели мой неудачный опыт с коптильней моей, друзья. Но все-таки менеджер вышел со мной на связь и решила мне тоже прислать на обзор автоклав. Она мне сказала, что это очень простой агрегат, что в нем никаких сложностей нет. И прислали мне вот такой вот автоклав на 26 литров. Автоклав заготовщик, друзья. Если честно, я вам признаюсь, говорю второй раз, если честно, я вам признаюсь, что давно хотела приобрести автоклав. Очень давно. Еще даже девочек спрашивала, моих знакомых, как и что. Потому что вы сами знаете, что в принципе у меня бывает много птицы, хоть в этом году еще не так много, а в прошлом году у меня было очень много уток и очень много гусей. И вы помните, что моих мальчиков не было дома. Мне очень хотелось сделать тушенку и отправить их, тушенку для своих ребят туда, в Москву. Но делать ее как-то в духовке, в печи я не рискнула. Автоклава у меня не было. Поэтому действительно мое желание было услышано, когда они мне прислали вот такой вот заготовщик автоклав. Но, девчонки, мальчишки, я вам скажу, что рисковать и делать сразу же 24 банки я боюсь. Мы сегодня сделаем... Так, сын мне уже, перед тем, как начать делать, его нужно сначала прогнать. Сейчас я просмотрю, как это называется. Наливается литр воды и... Вот, первый запуск автоклава необходимо выполнить с 1 литром воды для того, чтобы проверить работу группы безопасности на корректную работу после транспортировки. И выполнить какие-то вот шаги. Все эти шаги, все это мой сын сделал. Воду еще вчера с вечера, сегодня, как я сказала, утро. Я хочу проверить и боюсь рисковать, друзья, потому что вы сами знаете, неудачный мой опыт с коптильней. Не хочу повторять. Сегодня рискну только на 3 баночки. Попробуем сегодня на 3 баночки. А потом, если у меня начнет получаться, и будем надеяться, не то, что будем надеяться, а надо всегда надеяться на лучшее, получится у меня, мы будем продолжать дальше делать тушенку. У меня есть гуси, которых нам нужно забить. Мы будем делать гусиную тушенку. Вообще в автоклаве мне девчонки рекомендуют, что можно и рыбу, и очень вкусно говорят. Вот у меня со мной в WhatsApp мои подписчицы говорят, что и рыбу. Но все это у нас будет потом. Не буду вас сегодня забивать, что у нас будет. Что у нас будет, это будет по воле Всевышнего. Будем готовить, заготавливать и смотреть. И действительно, если будет на будущий год много уток и гусей, тем более будем делать тушенку. Да и у меня еще, знаете, одна моя подписчица еще давно мне писала, если бы вы делали тушенки, то у вас бы брали даже, по почте далеко, в Россию даже брали бы, потому что люди видят, что у вас свое хозяйство, у вас свои куры, гуси, утки, что оно не на этих искусственных кормах, не на каких-то добавках, у вас бы брали, и у вас был бы спрос. Еще давным-давно мне моя подписчица Ася об этом говорила, что она сама покупает у какого-то производителя тушенку, потому что у него своя скотина, он сам делает из своей продукции. Это было мне сказано еще давно, девчонки. Поэтому, конечно, в этом автоклаве на продажу у меня не получится, но это не знаю, будет или нет, но для нашей семьи пока, тем более это подарок, аппарат красивый, как видите. У них еще на сайте есть много чего, я ссылку оставлю, вы обязательно посмотрите, об этом я еще расскажу. Посмотрите, что у них есть, может вас устраивает, а так очень красивый, пока визуально, на взгляд, очень красивый аппарат такой. Все, заболтала я вас все-таки. Так, значит, все тут прикреплено, все сделано как надо. Это все в инструкции есть, ничего сложного. В этом плане он очень такой удобный.
Я не буду об этом тоже сегодня много говорить. Тут все написано в инструкции. И в инструкции написано, и менеджер с вами свяжется, со мной тоже связалась, все как надо объяснила. Так что поэтому сейчас займемся дальше баночками и мясом. Значит, банки я промыла в обычной воде, ошпарила кипятком. Крышки я, банки, как видите, пока у меня вот такие вот, но закручивающимися крышками удобнее. Крышки я тоже прокипятила. И, друзья, значит, что я сделала? Это, как они, у них свое название, ну, типа поддонов, чтобы на них ставить баночки. Сейчас. Вот у них, ой, у них свое название. Фирменные фальш-дно. Короче, баночки будут укладываться вот на такие вот штучки. Значит, помещается сюда 24 банки пол-литровых и 14 баночек 750 граммовых. Но, в принципе, даже для моей семьи это вполне нормально. Если даже вдруг получится, то и продавать можно делать. Почему бы нет? Потому что недолго, небольшое время занимает производство этой тушенки. Но пока не буду говорить, потому что еще ничего не сделала. Так, как я сказала, сейчас, интересно, как я не буду мешать, чтобы съемки. Ибрагим, как вы знаете, уже на учебе у меня. Так, будем пробовать. Сейчас я уложу сюда лавровый листик. Я помыла. Много не надо, вот немножечко, потому что я не очень сама люблю запах лаврового листа сильного. Ну и по 3-4 горошинки черного перца. И, друзья, у меня тут 1,5 килограмма мяса. Вот, я нарезала вот на такие кусочки. Оно с жирком специально, потому что все-таки тушенка должна быть немножко жирненькой. Некоторые без жира. Здесь 1,5 килограмма. На 1,5 килограмма мяса я добавила 15 грамм соли. И минут 10 тому назад поставила вот как бы мариноваться. Все, оно теперь готово. И вот где я читала, смотрела в ютубе как и что, там нужно, говорят, что в пол-литровую баночку они кладут 490 грамм мяса. Но мы сейчас посмотрим. Так, специально поставила на весы. Дело в том, что нужно, говорят, 1-2 сантиметра не докладывать до как бы горлышка. Так, интересно, видно, что я делаю? Видно. Так, 448 здесь. Ну все, по-моему, больше не надо. Мне кажется. Или сюда еще положу. Вот все, как раз 490, представляете? Ну и вот. Вот так вот. Теперь вторую баночку. Так, ну и третью. Так, ну вот, друзья, как видите, 3 баночки у меня получилось. Крышки я вынула, и теперь нужно их закрутить плотненько.
И вы знаете, я вот где смотрела, как делаются в этом автоклаве, не для рекламы показывают одна, а как она сделала тушенку. И прочитала там отзывы в комментариях. И вы знаете, там очень хорошие отзывы на этот автоклав. Пишут, что это самый лучший, очень хороший. Так что, друзья, возьмите себе тоже на заметку. Вот. Все-таки, когда мы смотрим какой-то канал, мы сразу заходим на комментарии. Не знаю, вы как, а я да. Я начинаю читать комментарии, и уже по комментариям понимаю, что и как. Даже когда какой-то рецепт хочу посмотреть, я сразу иду в комментарии. Если в комментариях есть отзывы, что да, мы так готовили, да, это вкусно, да, это хорошо, то уже начинаю готовить по этому рецепту. Сейчас дальше продолжим. Так, и вот, друзья, теперь нужно уложить вот это вот фольжно, как называется, сюда вниз. Налить сюда литр воды. И поставить баночки. Как я сказала, у нас пробные 3 банки. Так, теперь нужно установить. Сюда прокладывается вот такая вот резиночка, как бы. Ну, это вы сами поймете, чтобы не выходил пар. Теперь вот это все вот должно быть закручиваться. Ну, мне здесь, в принципе, помощи, конечно, не нужно, но я хочу, чтобы мне помог мой сын. Закрутите. Руки только видно, закручиваю. Так, ну вот, закрутил он все. И теперь ставится на огонь, да? Вот, поставь. Так, вы знаете, что у меня ремонт еще продолжается, друзья. Так, это оттуда должен выходить пар, да, по-моему? Ага. Все. И его сейчас вот сюда, наверное. Не мешает же, если здесь будет лежать? Вот, все, чтобы он мне не мешал там на сильно. Все. Теперь оттуда будет. Сейчас дальше продолжим. Так, и, друзья, вот рекомендуют вот сюда вот в глухую гильзу закапать несколько капель масла. Мы уже закапали. Поставили сюда уже термометр, как видите. Это нужно положить в банку, потому что пар будет выходить и водичка будет. И пока вот уже 25 градусов нагревается наш автоклав. Так, ну вот, друзья, температура 82,5, дышащий клапан работает, пар выходит. Пока, конечно, друзья, я, как вы знаете, это у меня первый раз, я могу все говорить не так, как нужно, но будем учиться вместе с вами. Вы же у меня подписчики самые лучшие, как я сказала, менеджеру автоклава, что вы меня поддерживаете. И, конечно, у многих у вас есть автоклавы, вы мне будете помогать. Так, ну вот, друзья, температура здесь 92 градуса. Дышащий клапан у нас закрылся. Вот так вот. Дальше будем смотреть. Должен здесь, как его, ампер, сколько? Набрать 1,2, по-моему, ампера. Так, ну вот, видите, друзья, температура понемножечку повышается. Уже 111. И вот тут вот тоже, видите, подходит к одному. Значит, все потихонечку, процесс наш идет. И, как видите,
неопытный чайник, как я, тоже может справиться с этим автоклавом. Так, ну вот, друзья, температура набрана, давление тоже как должно быть, уже поднялось. 1,2, да, атмосферы. Да, вот. И теперь мы будем засекать, сколько будет стоять. Сейчас я вам скажу. Ну вот, друзья, и вот так вот нужно сохранять эту температуру 117-115 градусов. Также, чтобы было вот 1,1 ампер. Начнет увеличиваться, нужно убавлять газ. Если начнет уменьшаться, то прибавлять как бы огонь под автоклавом. И все, и засекать с этого момента 70 минут должна стоять наша тушенка. Это час и 10 минут получается. Так, ну и вот, друзья, как говорится, а я боялась. Вот от начала до конца 117-118 градусов, тут 118,5 стояла у меня. И вот столько вот атмосферы была. Чуть больше, 11 с лишним, чуть-чуть. И уже прошло 70 минут. Значит, я уже должна выключить автоклав и остудить его, не открывая, до 40 градусов. И давление тоже должно упасть на 0. Все, ничего сложного как бы. Будем пробовать, как остынет это все. И вроде бы я справилась, как я сказала, хоть я и чайник. Так что посмотрим, друзья. Так, друзья, тут я сразу себе нам на обед делаю лепешки без ничего. Так, вот такая вот тушенка получилась. Цвет красивый. Сейчас распечатаем и посмотрим на вкус. Видите, наверху плавает жирок. Все хорошо. Первый блин как бы, вроде бы не комом. Ну, посмотрим. Джабраил говорит, давай посмотрим на вкус. Вот, друзья, попробуем нашу тушенку. Джабраил на меня орет, что я тихо говорю. Вот, как видите. На вкус пробуй сам. Так, друзья, я попробовала. Честно вам признаюсь, я покупные тушенки, конечно, не ела. Вот тут вкусно. Тебе понравилось? Да, ему тоже. Вот так вот, друзья, будем делать теперь тушенку. Ну, я видела, как едят. Ну, там не было таких кусочков покупных. А здесь, видите, прям вот целые хорошие кусочки, вроде бы не разварилось, но и мясо сварилось. Бульончик вроде бы тоже такой прозрачненький. Вот дадим остыть другим долбамкам и посмотрим, что будет уже в остывшем виде. Так, и вот, друзья, смотрите, что осталось от тушенки после Джабраила. Ему очень понравилась тушенка, ну, серьезно, друзья, без преувеличений. И самое главное, и вкус понравился, и даже вот запах, аромат. Я, честно признаюсь, я не ела тушенку, я уже повторяюсь. А мальчики все-таки, Джабраил говорит, я, говорит, ел, в принципе, пробовал, но мне, говорит, даже вот запах этой покупной тушенки не нравился. Тут, говорит, совсем другое. Не знаю, девочки, вкусно. Мне самой понравилось. Вкусно, конечно. Ну, теперь будем делать. Вот видите, мясо действительно, но оно еще не остыло. Я 2 баночки поставила на улицу, чтобы остыть. А потом уже вам покажу. И когда вот я именно этот рецептик не снимала, а смотрела в Ютубе, она говорила, ну вот шикарный, у меня аж у самой слезы хотела сказать, слюни во рту. Шикарный рецепт, шикарная тушенка, говорила эта женщина, которая рекламировала автоклав. Ну, действительно, рецепт маринада шикарнейший. Вот соли всего в норме. Вот прямо вот действительно, не знаю, прям вот действительно очень вкусно. Все в меру, и лаврового листика, и единственное, что мы любим очень острое. Меня сын спрашивает, а нельзя туда горького перца? Я говорю, не знаю, как-то что-то я смотрела, никто туда горький перец не кладет. Я говорю, всегда накрошим горький перец, и будет остро.
Вот так вот, друзья. Мы сегодня с Джабраилом вдвоем, как бы дома. Ну, мама еще, но остальных нет дома. Так, девчонки, вот, смотрите, пришел Ибрагим. Сначала говорит, фу, что это такое у тебя на столе? Я говорю, тушенка. Что-то она, говорит, невкусная какая-то. И принес такую гадость, еще принес, видите. Я никогда не разрешаю ему ее покупать, но принес с собой. А потом я говорю, ну, вкусная. Он говорит, точно вкусная? Я говорю, Джабраил поел, ему понравилось. Мне самой тоже понравилось. Попробовал, говорит, действительно вкусно, даже как будто бы консерва. По-моему, ты никогда не ел, да? Никогда. Тушенку, а? Никогда. Вот. Ибрагим тоже никогда На вид не очень. По вкусу. Ну, на вид не будет вкусно. Не то, что по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ну, действительно вкусно же получилось? Да. Ну вот, понравилось нам, девчонки, действительно понравилось. Так что будем, наверное, точно делать. Как-то так. Я еще поставила, как я уже сказала, на улице 2 баночки стоят, когда подмерзнет, еще занесу, покажу вам уже в таком в холодном виде. Ну, ты знаешь, вот как раз вдруг меня дома не будет или еще что-то. Открыли себе баночку тушеночки. Она типа всегда законсервирована да, ну, будет? конечно. Она будет храниться долго. И так... Можете в сковородку лучок добавить и ешьте, все, пожалуйста, если не хотите даже что-то варить. А можно с ней на гарнир макарошки, крупу хоть какую, гречку, картошку отварили. И готовое блюдо. Короче, хорошая вещь. Хорошая вещь, да. Ну что, мои дорогие, и снова добрый вечер. Я буду здороваться в этом ролике 2 раза, потому что это 2-й день. Я вчера как поставила на холод. Как видите, тушенка прекрасно получилась. Тут просто у банки цвет другой. Очень хорошо. Она зажелировалась, как видите. По-моему, так и должно быть. Но для 1-го раза это вообще прекрасно. Мне понравилось, если честно. Мне понравился автоклав. Очень, даже я боялась, что сама не справлюсь. Оставила Джабраила дома. Оказывается, в принципе, там никого и не надо. Тем более для 3 банок. Все удобно. Никаких пререканий у меня к нему нет. Ну, конечно, мы еще раз будем с вами видеть, потому что я с вами каждый день. А то, что я делаю, вы все равно видите. Поэтому мы будем с вами делать разные тушенки из курицы, из гуся. Я надеюсь, еще и рыбные какой-нибудь, то тоже консервы. Ибрагим вообще даже не знал, что это как консерва, что ее можно долго хранить. Он говорит, ой, вообще удобно, как хорошо. Так что вот так вот, друзья. Дело в том, что вот я в описании обязательно оставлю ссылку. И у них на сайте, еще раз повторюсь, я не помню, может, вчера говорила или нет, но еще раз напомню вам сегодня, что у них еще есть очень много разной аппаратуры, именно для домашнего хозяйства, особенно кто живет в сельской местности, это очень хорошо, кто держит хозяйство. Там у них и коптильни, и другие аппараты, я не буду их называть. Но вы просто зайдите на сайт и посмотрите. Может, вам что-то понравится. Цены приемлемые. Я действительно думала, это все так очень дорого. Я очень хотела приобрести этот аппарат, автоклав. Огромное спасибо компании «Заготовщик» за то, что он мне прислал этот автоклав, потому что действительно я его хотела давно и никак не могла для себя приобрести. Теперь он у меня есть. И я им очень довольна. Ну, с 1-го раза вы скажете, что это, ой, это реклама. Нет, мы будем, я же говорю, мы будем еще и еще раз его пробовать. Все минусы, все плюсы, что, как у меня получалось, я вам буду говорить. И, друзья, компания «Заготовщик» для покупателей, которые придут от меня, сделали такую как бы скидку хорошую, 5% скидку, если вы будете брать вот с промокода «Наша Лейла». Как бы я оставлю тоже в описании, закреплю в комментариях. Заходите и посмотрите, друзья. Может быть, вам понравится, и вы приобретете. Я буду очень рада, если вы купите, и если тем более вам понравятся аппараты, которые у них, ну, автоклав или коптильня, или другое что-то, что нужно в вашем хозяйстве. Вот так вот, друзья. Ну и дальше я сегодня решила, раз у меня вчера пеклась лепешка на сковороде, вдруг, думаю, кого-то заинтересует, потому что у меня новые подписчики.
И даже, в принципе, уже несколько раз меня спрашивают про это тесто. Просто я еще раз тоже хотела сделать сегодня лепешки, потому что же Ибрагима нет дома, в магазин послать некого, самой неохоты за хлебом, опять нет хлеба. И тоже сегодня буду делать лепешки из хлеба. Скорее всего, я сделаю лепешки и на сковороде, на плите, и в духовке. И посмотрим, какие они получатся и какие, может быть, вам больше понравятся. И нам надо будет на обед. Как раз нужны эти лепешки. Вот так вот, друзья. Сейчас я переставлю камеру, чтобы вам было видно, как замешивается тесто. Ну вот. Значит, будем замешивать тесто. Так, дело в том, что у меня постоянно, кто смотрит и хочет сделать эти лепешки, спрашивают, сколько муки, сколько муки. Друзья, никогда я не взвешивала муку. Мы все кавказцы, кто это делает, это блюдо делает, по идее все знают, что мы делаем все это на глаз, как бы на руку. Хозяйка потихонечку привыкает к этому. Ну, конечно, молодым, наверное, или даже вообще кто не делал, им непонятно и бывает немножко, ну, не получаются, наверное, у них. Хотя очень многие друзья, девочки мне вышли со мной на связь. И так, хотела духовку включить. И говорят, что у многих получилось, многие меня благодарят за это тесто, говорят, что не знали, но очень даже им понравилось, что каждый день, почти каждый день и пустышки делают, и эти же лепешки вместо хлеба делают, хлеб как бы, и многие благодарят. Но несколько было комментариев, что у них не получалось. Девчонки, вы как-то не думайте, что это у всех получается сразу. У меня это получалось, конечно, давно не сразу. У меня была там история, я вам рассказывала, как меня свекровь этому учила. Если интересно, еще раз перескажу потом. Дело в том, что это нужно набить руку. И 5, и 6, и 10 раз, пока вот нормально не получится. В принципе, даже вот все это приходит только с годами. Так что не думайте, что ой, как у нее легко получается, а почему у меня не получается. Для этого все-таки нужен навык. Не знаю, как сегодня будет получаться, потому что у нас очень плохо горит газ. Так, значит, я никогда вот так вот не делала. Сегодня взвесила муку. Я уже скажу вам, признаюсь честно, я уже замесила это тесто, посмотрела. У меня ушло вроде бы 1,2 кг муки. Поэтому у меня сейчас в моем тазике 1,2 кг муки. Значит, у меня, к сожалению, простокваши нет, кефира нет, есть только сыворотка. Но лепешки получаются пышнее, вкуснее. Ну, вкуснее нет, на вкус, конечно, не играет никакой роли. Но пышнее из простокваши или кефира. Вот, у меня только сыворотка. Как я сказала, у меня уже есть тесто, которое я замесила. Это я просто для того, чтобы показать. Значит, литр кефира или сыворотки, столовая ложка без горки соли и чайная ложка соды. У меня все в этом одном я специально приготовила. Все там. Так. Пошатнула камеру. Вот так вот. И не спеша. Друзья, наверное, многим надоело, как я замешиваю тесто все время. Ну, вот сегодня решила все-таки. Все равно делаю, показать, потому что, чтобы ролик был полноценный, как бы. И я еще раз повторюсь, да, многие меня спрашивали. Ну, многие не скажу, но 3-4 человека, что вот, а как сделаете тесто, что, как. Но вообще я хочу один ролик сделать, девчонки, мальчишки, друзья. Мне уже говорят, что я слишком много говорю, друзья. Поэтому сделаю один ролик, чтобы постоянно оставлять ссылку на этот ролик, где замешивается это тесто. И чтобы... Ну, дело в том, что не все же со мной давно, новые подписчики. Поэтому, когда им интересно, чтобы они могли заглянуть и посмотреть. Так. Нужно не спешить, чтобы много мукой не забивать тесто. Нельзя спешить. Нужно потихонечку вот так вот.
уже азан. Так, друзья, видите, хоть я и сказала, что кило 200, но мука остается, больше забивать мукой нельзя. Вот видите, тот раз вроде бы кило 200 у меня ушло. Но, скорее всего, даже можно наливать только, ну, насыпать только килограмм муки. Вот, все, тесто готово. Видите, какое оно? Лучше его не забить мукой, а потом уже, когда будете готовить, тогда уже перезамесить в муке, потому что когда много забивается мукой, тесто получается, ну не тесто, а именно то, что делается из теста, получается невкусным. Ну не то, что невкусным, не пышным каким-то. Вот видите, было кило 200 муки, вот столько осталось. Значит, если вы хотите, чтобы знать, что и как, ну лучше килограмм муки. А там, если не хватит, можно подсыпать. Так, ну, друзья, как я вам сказала уже, тесто у меня есть уже замешанное. Оно уже постояло. Дело в том, что тесто должно постоять хотя бы минут 20. А так можно, чтобы и час. И, друзья, новеньким скажу, что тесто можно хранить в холодильнике 1-2 дня. Но желательно, чтобы в плотно закрытой емкости какой-то, чтобы не попадал воздух и сода не окислялась. Тесто просто сереет. Поэтому желательно такой хорошей, без этой герметичной упаковки, без герметичной таре. Так, значит, как я сказала, хлеб я буду печь в 2 сковородах. Одну на плиту поставила уже, как видите. Вторая сковорода у меня на руках. Сковородки ничем смазывать не нужно. Значит, сейчас подсыпем муки. Я боюсь, что будет неудачно, конечно, сегодня, потому что, как я уже сказала, у нас очень плохо горит газ. Так, сначала я поставлю в духовку, а потом будем печь наверху. Сейчас тесто выложим. Ну, можно смазать растительным маслом емкость, в которой у нас будет стоять тесто. Много забивать мукой тоже, опять-таки скажу, не надо. Ну, конечно, немножко подсыпать все-таки нужно. Видите, не подсыпала. Вот хочу просто немножечко подмесить. Ну, чашка не нужна будет уже.
постараться одинаковые сделать кружочки для хлеба. Так, друзья, позвонили, отвлекли меня. Так, теперь сначала вот так вот я приготовлю. Вот получилось у меня более-менее одинаковых 5 хлеба, как бы получится из этого теста. Как видите, тесто липкое. Оно и должно быть таким, чтобы не забивать его мукой. Так, некоторые мне писали, что нужно растительное масло, нельзя мукой. Нет, друзья, это не то тесто, чтобы сюда сыпать растительное масло. О, не сыпать, а лить. Здесь нужна мука. Растительное масло хорошо в дрожжевом тесте. Единственное, знаете, когда я растительное масло немножечко лью в тесто, когда мне нужно сразу из этого теста что-то сделать, потому что когда замешиваете вот именно кефирное или на сыворотке тесто, то если оно немножко не полежит, то не очень-то получается, особенно из кефирного. Из теста на сыворотке намного проще работать, особенно новичкам. Потому что оно по-любому бывает не такой, ну, не рвется. На кефире тесто немножко имеет как бы функцию рваться, особенно когда тесто светлое. Так. Я, конечно, не профи, но как-то так. Так, теперь раскатаем нашу одну лепешку и поставим в духовку. Конечно, можно и без скалки, но скалкой все-таки быстрее. Не нужно делать тонко. Где-то, наверное, с палец толщиной. И, как я сказала, в сухую сковороду переложим. И в духовку. Духовка, конечно, разогрета хотя бы на 180 градусов. А я, как видите, положила в холодную сковороду, что в духовку. А эту лепешку уже нужно в разогретую сковороду положить, которая будет на огне. Огонь уже на сковороде тоже должен быть средний такой, не очень сильный, чтобы не подгорало, чтобы медленно, потихонечку пеклась наша лепешка, наш хлеб. Вот тоже тоньше не надо. Все, и теперь пока ждем. Так, друзья, смотрите. Вот. С одной стороны наша лепешка уже готова. Теперь, пока она печется с этой стороны, мы подготовим уже вторую. Жалко, что у нас все-таки газ горит плохо. Ну, в смысле, наверху-то нормально, мне хватает, а вот духовка очень медленно.
Так, друзья, значит, смотрите. Лепешка готова. Вот так вот. Теперь берем со сковороды лишнюю муку, пригоревшую. И вторую. Всё. Ну и так остальные. Девочки, все-таки тушенка моя долго стоять не будет. Пришел с работы Джабраил. Давай, говорит, еще одну баночку откроем. Она ему действительно очень понравилась. Я не льщу, не для рекламы. А вот действительно. Он говорит, давай покажу, вот как получился из бульончика такой янтарного цвета. Это, видимо, мясо просто такое было, что вот именно вот такого янтарного цвета получился бульончик такой. Вот. Ну-ка, хотела Каспера показать, он мне Волгу отогнал. Вот так вот, друзья, смотрите, какая тушеночка. Так, друзья, ну, лепешки пекутся. Но уже Джабраил пришел с работы. Видите, вот такая вот. Сейчас он открыл тушенку, как вы уже знаете. И вот такой вот хлеб, смотрите, какой он мягкий. Хотела накопить и показать вам, но, как видите, тушенка и в холодном виде, и в горячем виде, ему нравится. Так, вот. В духовке никак не испеклась еще. Уже третья печется на плите, а в духовке еще и одна не готова. Потому что, как я сказала, у нас горит плохо газ. Ну все, это тоже готово. Ой, мамочки, видите, вот. Так. Ну-ка посмотрим, что в духовке. Так, ну и вот, друзья, а это лепешка из духовки. За счет того, что газ все-таки у нас горел медленно, они, конечно, не получились, как бы мне хотелось, но тем не менее, сейчас пока они крепенькие. Нужно немножечко, ой, я не убрала муку, завернуть в полотенчик. Вот это вот, видите, вот это вот первая лепешка. Но дело в том, что из-за того, что, да, газ был плохой, видите, какая она у меня получилась, не пышная. Видите разницу? Но она все равно очень вкусная. Просто сейчас я заверну вот эту вот лепешку туда. Она будет мягкая тоже. Вот, ну, нужно хорошенечко завернуть. Девочки, она очень вкусная. Хоть она такая получилась. Нужно было, в принципе, наверное, и сковороду разогреть, потому что духовка горит медленно. Видите, вторая уже в хорошо разогретой сковороде, поэтому получилась и пышная, и хорошая. Так. Ну вот, друзья, я специально немножечко укутала и оставила, чтобы показать вам, что все-таки в духовке тоже она получается, видите, мягкая лепешка. Дело в том, что из-за того, что духовка не так хорошо грела, как нужно, она у меня получилась немножко, ну, не такой, как бы я хотела. Но тем не менее, если бы еще немножко в тепле бы подержать, ну, укутанная, она бы еще мягче была. Ну, вернее, хлеб. Но он все равно очень вкусный, очень ароматный. Прям такой запах, видите. Так что можно и в духовке, и на плите. В принципе, как видите, небольшая разница, но все равно чуть-чуть по-другому получается в духовке. Чуть-чуть по-другому. Пробуйте. Как-нибудь, когда у меня будет хороший газ, все-таки я вам покажу в идеале, как он должен получиться. А так вкусно. По-любому хлеб. Ну, вы знаете, я очень люблю этот хлеб со сливочным маслом. Вот хоть и нельзя в горячем виде, но именно вот такой вот горячий. И именно в духовке, которую испекла, очень мне нравится. Ну вот как-то так, друзья, сегодня. Всех благ вам, мира и благоденствия.